международных партнеров по развитию Кыргызской Республики и члены миссии МАКС. Позвольте мне приветствовать всех вас на этом важном мероприятии, в котором мы сможем еще раз сверить наши совместные планы и намерения. И, пользуясь случаем, хотел бы выразить в системе ООН, программы развития Кыргызской Республики и другим международным партнерам по развитию нашу признательность за эффективное сотрудничество и предоставляемую помощь. Наша страна с самого начала процесса активно участвовала в подготовке и обсуждении глобальной повестки устойчивого развития, в определении целей устойчивого развития до 2030 года. Мы готовы продвигать цели устойчивого развития учетом интересов Казахстана, при непосредственной координации правительства и Национального статистического комитета Кыргызской Республики. Поддержка ПРО в Кыргызстане. В 2017 году завершен первый этап работы по подготовке системы индикаторов, мониторингу и отчетности по целям устойчивого развития с учетом интересов Кыргызской Республики. Они найдут отражение в новом долгосрочном стратегическом документе «Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики» на период до 2040 года. На среднесрочный период Жогорку кеңешем утверждена программа правительства Кыргызской Республики на период 2018-2022 годы «Единство, доверие, созидание». Хочу отметить, что правительственная программа, план ее реализации разработаны с учетом требований и мнений народа, предложений депутатов, а также совпадает с основными направлениями стратегии развития страны до 2040 года. Основными приоритетными направлениями программы являются повышение эффективности государственного управления, повышение благосостояния народа, развитие человеческого потенциала, развитие стратегических отраслей экономики, реализация национальных программ и приоритетов проектов развития. В сфере эффективного государственного управления правительство намерено улучшить качество государственных услуг. В этом году 45 госуслуг в онлайн-режиме, перейти на цифровую платформу предоставления государственных услуг с аутсорсингом части услуг в частный сектор, продолжить борьбу с коррупционным управлением в сфере государственного управления, в том числе на основе совершенствования законодательства и использования информационных технологий отслеживания, подконтрольности и открытости всех процессов. Это касается налоговых, таможенных, правоохранительных органов и других государственных организаций и структур. Переформатирование работы государственных структур с бизнесом на основе государственно-частного партнерства, а также более тесного сотрудничества с гражданским обществом, создание Центра государственно-частного партнерства при Министерстве экономики Кыргызской Республики. В сфере повышения благосостояния народа через структурные реформы и устойчивое экономическое развитие планируется создание благоприятной среды для формирования привлекательного инвестиционного климата и проведения эффективной налоговой и таможенной политики. Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка в доступе к финансированию и создание поддерживающей инфраструктуры. Реформа лицензирования и выдачи разрешений на открытие бизнеса, создание в регионах центров обслуживания бизнеса. В сфере развития человеческого потенциала планируется сфокусироваться на следующих направлениях. Образовательный аспект предполагает переход на новые стандарты образования, учебники,
активное использование цифровых технологий, улучшение позиций в международном рейтинге ПИСА, обеспечение всех школ республики интернетом. Здравоохранение предполагает внедрение мастер-плана медицинских услуг, внедрение международных стандартов и повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе скорой помощи, развитие электронного здравоохранения. Социальный аспект предполагает пересмотр законодательства в части совершенствования пенсионного обеспечения и системы социальных пособий, пенсионного страхования трудовых мигрантов, создание правил инвестирования средств пенсионных накоплений, поддержка инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Общественная инфраструктура предполагает обеспечение чистой водой населения Кыргызской республики, доступ к канализации, ввод в эксплуатацию новых дорог, охват высокоскоростным интернетом всех сел нашей страны. В рамках развития стратегических отраслей экономики основная работа будет вестись по следующим направлениям. Агропромышленный комплекс, в первую очередь, это доступ фермеров и предпринимателей к финансовым дешевым ресурсам, повышение урожайности и продуктивности, в легкой промышленности, формирование крупных технополисов, соответствующих международным стандартам. В сфере туризма, в первую очередь, создание адаптивной инфраструктуры и привлечение новых туристических потоков. В сфере строительства внедрение принципов энергоэффективного строительной технологии. Транспортно-дорожный сектор, внедрение стандартов строительства автомобильных дорог, в особенности это модернизация аэропортов Манас, Ош и другие аэропорты нашей страны. В сфере промышленности программа индустриализации экономики, квалификационно-техническая поддержка крупных товаропроизводителей. В сфере энергетики введение новых мощностей ГЭС, реализация проектов малых ГЭС, внедрение новых технологий по учету и контролю энергосети. В сфере горной добычи разработка национальных эквивалентов стандартов ISO, цифровой доступ к геологическим фондам и разработка горного кодекса. В рамках национальных программ проектов развития планируется запуск системы межведомственного электронного взаимодействия ТУНИ, внедрение системы электронных платежей в пользу бюджета, идентификация и аутентификация граждан, создание национальной системы кибербезопасности, создание государственных центров обработки данных и соединяющих их каналов связи. Правительство продолжит проводить экспортоориентированную политику поддержки фермеров и предпринимателей, проводить реформы в сфере образования, бороться с контрабандой и содействовать максимальному сокращению теневой экономики. Кыргызстан уделяет особое внимание развитию регионов. Вы знаете, что 2018 год президентом Кыргызской республики объявлен годом развития регионов. В рамках концепции региональной политики планируется реализация программ развития 20 городов-точек роста с имеющейся инфраструктурой, которые вовлекут в экономическую деятельность прилегающей территории с использованием местных производственных мощностей. В ближайшее время намечается запуск 2 городов-точек роста, запуск туристического кластера в Исыкульской области, швейного кластера в городе Бишкек и Чуйской области и сельскохозяйственного кластера в Волжской, Баткенской, Джалалабадской, Нарынской и Таласской областях. Это традиционно сельскохозяйственная область. В рамках реализации концепции будет продвигаться проекты в следующем направлении. Реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения.
соединяющую города точки роста с региональными и международными транспортными коридорами. Модернизация ирригационной сети страны обладает большими водными запасами, но, к сожалению, отсутствует действенный механизм по эффективному использованию имеющихся ресурсов. Обеспечение населения чистой питьевой водой, обеспечение социальным жильем и развитие сети социальных учреждений, обеспечение экологической безопасности, создание благоприятного инвестиционного климата. Наше максимальное внимание направлено на предупреждение и решение экологических проблем, сохранение уникальной природы и биоразнообразия нашей страны. Мы осознаем ответственность за сохранение экологии перед будущими поколениями. В связи с этим долгосрочными стратегическими приоритетами для Казахстана является развитие зеленой экономики, максимальное ресурсное энергосбережение и использование альтернативных и возобновляемых источников энергии, вклад страны в международные усилия по предупреждению последствий глобального потепления. Мы проводили и будем проводить работу по предупреждению и снижению влияния экологических катастроф, максимальной защите нашего населения. Приоритетные направления устойчивого развития отражены в государственном бюджете страны с учетом имеющихся возможностей. Хотел бы выразить надежду, что ваши рекомендации дадут импульс для вовлечения всех партнеров в процесс достижения целей устойчивого развития путем построения скоординированного, последовательного и эффективного диалога. Для достижения целей устойчивого развития необходима и экспертная, интеллектуальная, техническая и проектная поддержка со стороны системы ООН. В связи с этим мы надеемся, что в результате совместной работы миссии МАМС с представителями государственных структур и гражданского общества страны будут подготовлены комплексные рекомендации и конкретные предложения как по продвижению целей устойчивого развития, так и по финансированию новых грантовых программ и проектов с учетом приоритетов Казахстана со стороны программы развития ООН и системы ООН и других партнеров по развитию. Хотел бы пожелать участникам плодотворной работы и здоровья. Спасибо вам.